Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне. С вами Игорь Тихоненко. И сегодня главное в программе. Грузинских чиновников в Одессе становится больше. Назначен новый прокурор области. Сирийские мигранты в России без легального статуса, но с высшим образованием. И бумажная любовь во времена Холокоста. Семейная история американской писательницы Сары Уайлдман. Но начинаем мы, как обычно, с новостей из Праги. Сергей, пожалуйста. Спасибо, Игорь. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Киев сегодня выполнил свое обещание и снял санкции с 6 европейских журналистов. Президент Украины подписал соответствующий указ. Накануне в Совете национальной безопасности и обороны сообщили, готовы отменить решение по 3 сотрудникам BBC, 2 испанским журналистам и 1 немецкому. Напомню, накануне Петр Порошенко своим указом расширил ограничения в отношении лиц, ответственных за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе. В итоге в список попали более 100 юридических и почти 400 физических лиц, в основном из России. Среди них министры, военные чины, журналисты, судьи, крымские сепаратисты, боевики из Донбасса, авиакомпании и СМИ. Команда Михаила Саакашвили растет за счет соотечественников. Прокуратуру Одесской области возглавил Давид Сакварелидзе, еще недавно зам генпрокурора Украины. Что думают сами одесситы об очередном новом назначении? Подробнее Всеволод Ананьев. Отныне в Одессе грузины-реформаторы руководят не только обладминистрацией и милицией, но и прокуратурой. Представляя своего соратника Давида Сакварелидзе, Михаил Саакашвили подчеркнул, что теперь, наконец, ветер перемен подует в полную силу. Без прокуратуры милиция – это просто без 2 рук и 1 ноги. Реально так. Потому что дело не реализуется. Положительно новое назначение восприняли и городские активисты. Давид Сакварелидзе работал прокурором Тбилиси до 2009 года, а в феврале нынешнего был назначен заместителем генерального прокурора Украины. Я не уверена, что он даст какие-то глобальные изменения, хотя, в принципе, насколько я слышала от своих киевских друзей, что это достаточно яркая фигура, то есть он умеет делать реформы. В целом же мнение одесситов о команде реформаторов и лично Михаиле Саакашвили разделилось. Пока еще ничего не сделал. Посмотрим, что будет делать. Потому что новая полиция вот это вот. Посмотрим, как оно будет. Молодец, потому что он что-то новое предлагает. Я думаю, что он, если так дальше будет действовать, то, может, наведет порядок у нас. Политические оппоненты убеждены, что грузинское чудо в Украине повторить не удастся в принципе. Ведь слагаемые успеха совершенно разные, а результат стараются получить один и тот же. Очень много реформаторов и очень много, к сожалению, дилетантов, которые подошли и стали рядом только потому, что они вовремя подошли к реформаторам. В свою очередь, журналисты и политологи сходятся во мнении. Назначение Сакварелидзе говорит о том, что команда реформаторов сдаваться не собирается. А для Михаила Саакашвили это и вовсе вопрос чести и политического будущего. К текущим успехам одесских грузин причисляют ликвидацию раздутого чиновничьего аппарата, приглашение на работу ярких советников, создание новой патрульной полиции, перезагрузку председателей всех райсоветов области и поднятие общественного резонанса вокруг доступности одесских пляжей. Всеволод Ананьев, Максим Корсун. Настоящее время. Одесса. Ежедневно в Харьков из зоны боевых действий приезжают сотни военных. Кто-то транзитом направляется домой, кто-то, чтобы оформить необходимые документы. Но и в том, и в другом случае жилье государство не предоставляет, поэтому проблему с ночлегом бойцам каждый раз приходится решать самостоятельно. Помочь берутся харьковские активисты. Специально для транзитных бойцов и волонтеров они создают бесплатный хостел. Подробнее Ольга Калиниченко. Олеся, начальник медслужбы ВСП, приехала в Харьков в командировку вместе с 2 сослуживцами всего на 1 день, но из-за проблемы с оформлением документов пришлось задержаться на неделю. В части ей предложили ночлег, но в палатке. Случайно от друзей узнала о хостеле, сюда и попросилась переночевать. Я думаю, что это намного комфортнее, чем было бы в военной части. Переночевать, помыться, покушать, отдохнуть, перепаковаться, может быть, постираться, потому что ночмед — это такое ощущение, что в инженерных войсках служу. Одновременно хостел может принять до 30 человек. Здесь есть душ, кухня, бесплатный Wi-Fi. Все оборудованы на деньги волонтеров. Хостел отстроен на территории заброшенной базы, поэтому у него большой двор. В будущем активисты планируют использовать его для переупаковки волонтерских грузов. В Западной Украине, допустим, может зайти фура, здесь разгрузиться,
Вот. Мы по полочкам разгрузили, там сектор А, сектор Б, сектор С, сектор М. То есть, ну а дальше уже, то есть волонтеры местные могут переправлять, то есть, чтобы не гонять полностью маленькие микроавтобусы, то есть хоть как-то экономить средства. В мирное время хостел, а в случае боевых действий военная база. Активисты специально отстроили несколько помещений на случай, если понадобится размещать большое количество военных. С их учетом хостел сможет вместить одновременно 200 человек, а его двор до 80 единиц техники. Ольга Калинченко, Илья Никонов. Настоящее время, Харьков. И время передавать слово в Вашингтон. Кто победитель, а кто аутсайдер в информационной войне России и Запада? Взгляд из Америки. Игорь, эфир ваш. Спасибо, Сергей. О мягкой силе России на Западе высказывают полярные мнения. Одни эксперты указывают на растущее финансирование телеканала Russia Today и агентства «Спутник» и сетуют на то, что Запад проигрывает информационную войну. Другие, наоборот, утверждают, что информационную войну как раз-таки проигрывает Кремль из-за применения устаревшей медиастратегии и топорного исполнения. Так есть ли у России мягкая сила и насколько эффективно она используется? Ответы в репортаже Михаила Гудкина из Нью-Йорка. По словам профессора колледжа военно-морских сил США Николаса Гвоздева, когда его коллеги узнали, что он едет в Нью-Йорк обсуждать мягкую силу России, они были удивлены. А разве у России она есть? В самом деле, согласно опросам общественного мнения, отношение к России за последний год в большинстве стран мира ощутимо ухудшилось. К тому же у России нет идеологии, которую она могла бы предъявить для повышения собственной привлекательности. Однако профессор Гвоздев считает, что американский политический истеблишмент недооценивает потенциал российской мягкой силы. На самом деле стиль Путина и его идеология весьма привлекательны для тех, кто недоволен лидирующей ролью США в мире. Они видят в Путине противовес лидирующей роли США. Для них это привлекательный пример не потому, что им нравится политическая или экономическая модель России, и не потому, что они думают, что за Россией будущее. Они видят в Кремле противовес Вашингтону, который вынуждает США отказаться от определенных позиций в мире. Участники дискуссии сошлись во мнении, что сегодня мощное влияние на российскую политику оказывает Русская Православная Церковь. Однако, как заметила профессор истории в университете штата Нью-Йорк Надежда Киценко, РПЦ весьма неоднородна. Совсем не ясно, что кто-то один человек, даже тот же патриарх Кирилл, выражает все то, что думает Русская Православная Церковь. По мнению профессора политологии в университете Род-Айленда Николая Петро, РПЦ стремится выражать интересы общества, но общество не в современном демократическом понимании, а в церковном. Мы должны иметь в виду всю историческую подоплеку и как бы духовный смысл России, или, как по выражению церкви, Святой Руси. И, конечно, современная Россия не является той Святой Руси, но церковь хочет или желает и стремится к тому, чтобы превратить сегодняшнюю Россию в Святую Русь. Этот проект, правда, сталкивается с сопротивлением в самой России. По словам профессора Киценко, сегодня гражданское общество считает, что церковь занимает неверную позицию по целому ряду вопросов. Как это ни странно, мне кажется, что это действует больше на определенных людей за границей, чем на территории самой Российской Федерации. Есть замечательное американское выражение «Will it play in Peoria?» То есть говорят одно там в столицах, но в глубинке что говорят? Глубинка американская может реагировать более положительно на некоторые изречения Путина, чем российская публика в той же глубинке. На Западе разделение церкви и государства считают одним из признаков демократии, в то время как РПЦ категорически отвергает секуляризм. По мнению Николая Петро, в некоторых странах, особенно там, где сохранились православные традиции, это тоже может быть источником мягкой силы России. Однако в других странах влияние РПЦ может, наоборот, работать на снижение привлекательности России. Эта притягательность уже не существует, она не будет положительной мягкой силой. Она может быть даже наоборот, отталкивающей мягкой силой, мягко отталкивающей. В любом случае, предупреждает Николас Гвоздев, Владимира Путина не следует недооценивать. К нему нужно относиться как к лидеру, у которого есть свое видение восстановления могущества России. И он считает, что для восстановления могущества России могущество США должно быть ограничено. Михаил Гудкин, Сергей Гусев. Настоящее время из Нью-Йорка.
Хорватия приняла решение закрыть границу с Сербией. Сергей, продолжайте. Так и есть, Игорь. По данным МВД Хорватии, только за один минувший день границу страны и Сербии пересекли не менее 11 тысяч беженцев. При том, что в среду премьер-министр Хорватии оптимистично заявлял: мы готовы принимать людей, не попавших в Венгрию, но уже в четверг правительство было вынуждено признать: беженцами страна переполнена. Власти оставили только один пункт пропуска на границе с Сербией. Другая проблема для мигрантов – мины со времен Балканских войн. 500 квадратных километров территории страны закрыты для прохода и размечены. Когда границу штурмуют тысячи человек, этого может оказаться, конечно, недостаточно. И в Россию. В Санкт-Петербурге несколько десятков сирийцев более полугода дожидаются документов для легализации. Некоторые из них ни с чем вынуждены уезжать назад на родину. Сирийские беженцы в Питере в большинстве своем это люди, владеющие русским языком и имеющие высшее образование, полученное в России. Они готовы жить, работать, готовы платить налоги, но нелегальный статус не позволяет им этого делать. Ксения Аблис. Айбашу 28. 10 из них он прожил в Петербурге, осваивая профессию кардиолога. После окончания отправился на родину в Сирию, но из-за военных действий был вынужден вернуться в Петербург. А вот говорят, кто-то говорит, что нужно видное жительство. Если позвонят, допустим, в поликлинику или в больницу, да, если знают, что у меня нет документов официальные, да, на работе, тогда не берут. Аналогичная ситуация у Абдул-Рахмана. В Петербурге закончил университет кино и телевидения по 2 специальностям – режиссер и оператор. Несколько лет проработал на сирийском телевидении. И я уже начал строить свой карьер, и у меня хорошо получилось. Но после этого, то, что происходит в моей стране, я продолжать не мог из-за всего. То есть в основном морально. На самом деле. Основное препятствие в устройстве на работу по специальности в России – отсутствие необходимых документов. Миграционная служба на их заявления не отвечает ни отказом, ни легальным статусом. И так уже несколько месяцев. Я смог ехать в Германию, да, вот у меня там братья, друзья, но я думаю, что это не решение, потому что вот после столько лет учиться, да, потом уехать в какую-то чужую страну, заново учить культуру, учить язык. По сравнению с Европой в Россию приезжает не так много беженцев. В основном это те, кто здесь учился, либо имеет родственников. В России никакой поток и не хлинулся, и не приедет сюда. Нелегальных сюда, а как? На воздухе летят, нету прямых границ. В Европу, понятно, едет они длинным таким потоком через несколько стран, потому что Турция открывала для них границу. Несколько десятков своих сирийцев Петербург встретил довольно холодно. Но даже спустя несколько месяцев они не потеряли надежду заниматься в России делом, которое знают и любят. Как-нибудь получится. По-любому. Я буду очень сильно стараться и пытаться. Ксения Аблис. В настоящее время. Санкт-Петербург. Демократ Барак Обама и все сторонники подписанного ядерного соглашения по Ирану получили зеленый свет после провалившейся последней попытки республиканцев заблокировать этот документ. Игорь. Это действительно так, Сергей. Администрация Обамы может начать реализацию международного соглашения с Ираном. 60-дневный период его рассмотрения в Конгрессе закончился. Возглавляемый республиканцами Конгресс не смог блокировать пакт, несмотря на бурные возражения в обеих палатах. В четверг республиканцы в Сенате предприняли последнюю попытку формально выразить свое неодобрительное отношение к договору, предложив законопроект, который не позволит США снять санкции с Ирана, пока тот не признает Израиль и не освободит задержанных американцев. Демократы сплоченными усилиями заблокировали законопроект, как они неоднократно поступали и с резолюцией против самого ядерного соглашения. Гражданская война в Сирии продолжается уже более 4 лет. Так почему лишь в последние несколько месяцев увеличился поток беженцев, породив один из самых серьезных миграционных кризисов новейшей истории? Наш корреспондент Пэм Докинс поговорила с помощником госсекретаря США по вопросам населения, беженцев и миграции Энн Ричардс. У меня нет четкого ответа на ваш вопрос. Конечно же, семьи покидают Сирию в поисках лучшей жизни. Они не хотят оказаться в стране, где им могут запретить работать, а их детям получить образование. Кроме того, размер социальной помощи постоянно сокращается. Всемирная продовольственная программа не смогла собрать достаточно средств, чтобы помочь всем нуждающимся.
Беженцы просчитывают все эти факторы, опираясь на информацию, которую они получают от друзей и телевидения, чтобы решить, в какой стране им будет лучше всего. Наша задача – создать для них необходимые условия в местах ближе к их дому. Почему? Потому что, когда в Сирии наступит мир, они смогут вернуться домой. Страну придется отстраивать заново, экономика там полностью разрушена. Но пока, проживая на соседних территориях, они смогут работать, говорить на родном языке, а их дети смогут получить образование. Но главное для нас – обеспечить их безопасность, вне зависимости от того, где они поселятся – в США или Европе, где они смогут применить свои навыки и опыт, или в Сирии, если они все-таки решат остаться на родине. Энн Ричард также прокомментировал сообщение о том, что в числе беженцев в Европу и США могут проникнуть и радикальные элементы с целью осуществления на Западе террористических актов. Все, кто специализируется на международных усилиях США, чрезвычайно серьезно относятся к угрозе терроризма. Здесь, в холле Государственного департамента, на стене высечены имена наших коллег, погибших на службе, будучи за пределами страны. Здесь же имена тех, кто погиб в результате террористических атак. Мы не можем расслабляться перед угрозой терроризма. Учитывая вышесказанное, большинство беженцев не террористы. Подавляющее большинство из них невинные люди, семьи, которые ищут для себя лучшее будущее. Это люди, которые, покинув Сирию, остались без работы и крыши над головой, а их дети без образования. Но они сделали то, что сделал бы любой из нас на их месте. Террористическая угроза реальна, но она очень-очень мала в масштабах огромного числа беженцев, невинных мирных жителей. Между тем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на следующей неделе встретится в Москве с Владимиром Путиным для того, чтобы обсудить увеличение военной помощи России режиму Башара Асада. По словам представителя израильской администрации, Нетаньяху расскажет российскому президенту об угрозах Израилю, которые исходят от поставок современной военной российской техники. И известный белорусский правозащитник, в прошлом политзаключенный Олесь Беляцкий, выступает в Праге с докладом о предвыборной ситуации в Беларуси. Сергей, ждем от вас подробностей. Да, Игорь, в Праге собрались многие известные правозащитники со всего мира. Форум 2000 проходит с 1997 года, и среди его создателей был Вацлав Гавел. С Олесем Беляцким мы не могли не встретиться лично. Говорили о том, какой Беларусь подходит к очередным выборам, и об интересах России в белорусской президентской кампании. Олесь, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Мы рады вас приветствовать в Праге. Спасибо, что нашли для нас время. Политзаключенных освободили. Вы ее понимаете, ощущаете стратегию белорусских властей предвыборную до 11 октября? Провести эти выборы максимально фасадно, скажем, построить такую фасадную демократию, показать, что выборы проходят спокойно, без каких-то конфликтов, без неожиданностей, уверенно. И, естественно, победа кандидата, про которого мы уже знаем, кто это будет, значит, президентом, уже тоже запланирована в этом плане. Но эти решения, по-вашему, они не ситуативны сейчас? Нет, это план. Это, конечно же, план, и он исходит из того, из катастрофической экономической ситуации в Беларуси. Нужно просто очень быстро улучшать отношения с Европейским Союзом, нужно новые кредиты, нужны новые технологии. Это может дать только Европейский Союз, и Лукашенко вынужден отступить на полшага назад. Полная версия интервью в воскресенье в программе «Неделя». Далее. В Москве на проспекте Сахарова установят памятник жертвам политических репрессий. По мнению правозащитников, возведение монумента как никогда актуально именно сейчас. В России сегодня новая волна политических репрессий, а новых памятников Сталину становится все больше. Накануне открылась выставка, где представили более 300 поступивших на конкурс проектов монумента. На церемонии открытия побывала и моя коллега Беата Бубенец. На мероприятии звучало много традиционных слов о том, как важно помнить прошлое, чтобы не повторить ошибок в будущем. Однако о жертвах политических репрессий сегодняшнего дня посетители и организаторы выставки предпочли не вспоминать, а о нынешней власти говорили крайне деликатно. На мой взгляд, наше общество и наша система политическая не особо изжили из себя те самые черты, которые были присущи советской системе.
Страх и подавленность – главная эмоция, которую выражает работа художника Дмитрия Ляшенко. В своем проекте он воплотил образ политических репрессий в виде стены, нависающей над каждым, подчеркивая, что никто не застрахован от того, чтобы стать очередной жертвой безжалостной системы. Власти этой нужны были овцы. Она и вывела породу совков. Посетитель выставки Сергей Красносельский сам себя называет жертвой политических репрессий с удостоверением. Его отца объявили врагом народа и посадили в тюрьму на 18 лет. Потом реабилитировали. Сейчас, по словам Сергея Александровича, нынешняя власть осыпает его по этому поводу различными льготами в виде путевок и бесплатного проезда. Меня в университет не приняли на химфак, сказали, что детям врагов народа тут нечего делать, что мы на третьем курсе должны поставить вас на заводы на практику, а вдруг я там цистерну взорву с азотом или чем-нибудь. Гузель Ибрагимовой было всего 2 года, когда ее родители репрессировали, а ее саму отправили в детский дом. Свою историю она рассказывает молодому архитектору Анне Картавой, чья работа была признана членами жюри одной из лучших. Ее проект будущего памятника – это выжженный дотла лес, как метафора бесчисленного леса человеческих жизней, ставших жертвами политических репрессий. Нужно, по крайней мере, 300 лет, чтобы на месте сгоревших деревьев появилась новая жизнь. Возможно, именно поэтому на мероприятии, посвященном жертвам политических репрессий, люди, не понаслышке знающие, что это такое, больше говорили о прошлом, а современную политическую ситуацию предпочли не обсуждать. Беата Бубнец, Москва, для настоящего времени. Продолжаем. Бумажная любовь во времена Холокоста. Было ли место романтики в бесчеловечных условиях Второй мировой? Экспозиции Музея Холокоста в Вашингтоне помогают нашим современникам узнавать неизвестные факты из биографий своих родных. Игорь, продолжайте. Да, Сергей, это действительно так. Этот музей стал не только хранилищем трагических историй миллионов людей. С помощью архивов многие узнали о прошлом своих семей и даже воссоединились с близкими. Так, американская писательница Сара Уайлдман открыла историю тайной любви своего деда, бежавшего в США из Австрии после аншлюса. Подробности в сюжете Ануша Витисян. Вена 1938 года. Тысячи женщин, мужчин и детей столпились у полицейского участка в надежде получить иммиграционную визу. Так начался тяжелейший гуманитарный кризис беженцев в преддверии Второй мировой войны. Когда в марте 1938-го войска нацистской Германии оккупировали Австрию, еврейское население было вынуждено искать спасение в других странах. Если в 1938 году в Австрии проживали 180 тысяч евреев, то 3 года спустя здесь осталось меньше 40 тысяч евреев. Среди тех, кому удалось бежать сразу после аншлюса, оказался дед американской писательницы и бывшего журналиста газеты «Нью-Йорк Таймс» Сары Уайлдман. Сара рассказывает, что она росла, веря, что ее дед был героем, который не только спас своих родителей, но и по прибытию в Соединенные Штаты продолжал помогать оставшимся в Вене друзьям. В Америке ее дед, в отличие от многих беженцев, смог сохранить свою специальность и работал врачом. Однако героический образ деда разрушился, когда после его смерти Сара нашла любовные письма, отправленные ему от женщины по имени Валы, которую он оставил в Вене. Это были письма отчаянного человека. Она просила его помочь ей переехать к нему в Америку. С каждым письмом чувствуется, как нацисты все больше и больше ограничивают права евреев. И эта женщина во многом похожа на нас, образованная, думающая о самореализации, возможно, мечтающая о семье. Рассказывает, как сначала ее лишили права покупать одежду, потом обувь, потом мясо, кофе и молоко. И вдруг мы узнаем, что она живет в гетто. Сложная и утомительная история борьбы за жизнь одной из многих миллионов, кто был лишен права жить нормальной жизнью. История Валы сохранилась благодаря сотням ее писем, ставшим книгой «Бумажная любовь». Сара Уайлдман обошла многие европейские столицы, месяцы копалась в архивах и, наконец, поднялась по лестнице, ведущей к последней квартире Вали. Рассказ о жизни Валы, женщины, которая одна из последних евреев в Австрии получила медицинский диплом, а затем боролась за право на свободную жизнь, стал для Сары Уайлдман символом восстановления справедливости для миллионов забытых сегодня людей. До того, как Австрия была присоединена к Германии, евреи играли важнейшую роль в культурной жизни страны. И в одно мгновение все еврейские бизнесы, организации, газеты были закрыты, а лидеры посажены в тюрьму. Еврейское население отчаянно искало спасения в других странах. Однако мир не был готов помочь такому большому количеству беженцев. Австрийские евреи стали жертвами голода, унижений, убийств и депортации. Очень многие из них погибли в концлагерях.
Когда я нашла письма Вали, я почувствовала свою ответственность сохранить историю, сохранить прошлое. На вопрос любопытных читателей, дожила ли Вали до конца нацизма, Сара отвечает: в моей книге она будет жива всегда. Американская писательница рассказывает, что все больше узнавая о прошлом своего деда, она удивлялась одному: как он мог всю жизнь быть таким оптимистом. Однако в этом вопросе и заключен ответ, говорит писательница, потому что только зная историю, можно принимать правильные решения в настоящем и смело смотреть в будущее. Ануша Витисян, Анатолий Кашенко. Настоящее время. Вашингтон. И вновь пришло время передавать слово в Прагу. В Украине презентовали книгу Надежды Савченко. Сергей. Так и есть, Игорь. Летчица, депутат Верховной Рады и делегат Парламентской ассамблеи Совета Европы написала ее, находясь в заключении в России во времена голодовки. Надежду Савченко обвиняют в убийстве российских журналистов и незаконном пересечении украино-российской границы. Книга называется «Сильное имя Надежда». И первый экземпляр, и сестра арестованной Вера Савченко приносят под купол украинского парламента. Книга начинается с тех событий, когда Надежду продавали в Российскую Федерацию, и как произошел тот бой, при котором ее взяли в плен. И до российских журналистов было еще долго. Вырученные деньги Вера обещает передать украинцам, находящимся в российских тюрьмах, тем, кого на родине называют политзаключенными. Меж тем в России презентуют другие книги. Прошедшая в Москве книжная выставка обращает на себя внимание огромным количеством псевдоисторической, псевдоаналитической литературы вокруг происходящего в Украине, в частности в Крыму. Смотрите новый выпуск проекта «История времен Путина», размышляет историк Кирилл Кобрин. В начале сентября состоялась традиционная московская книжная ярмарка. Мероприятие это скорее официозное, таковым оно было всегда, но тем не менее, помимо больших издательств, в ярмарке всегда участвовали небольшие независимые издательства, специализирующиеся в частности на исторических книгах. С годами официоза становилось все больше, серьезных издателей все меньше, а место последних постепенно заняли те, кто сочиняет и публикует книги про величие Сталина, всемирный еврейский заговор и вечные пакости, которые устраивают Великой России Британия и Америка. Подобные сочинения выходят большими тиражами, и именно их продают в самых, что называется, народных книжных местах, на уличных и базарных лотках, в привокзальных киосках, в поездах, в крупных сетевых магазинах, вроде «Библиоглобуса». Именно эти книги, вкупе с путинскими телеисториками, на самом деле формируют представление о прошлом у значительной части населения страны. Экзотическая чушь оказывается вовсе не безобидной, когда она становится мейнстримом. Настоящее время. Далее вновь эфир из Вашингтона. Игорь. Спасибо, Сергей. В Гарвардском университете прошла церемония вручения игнобелевских или шнобелевских премий. Эту награду получают ученые, которые провели самые странные научные исследования. В 2015 году победителями стали в том числе химики, которые придумали, как частично вернуть крутое яйцо в жидкое состояние. Исследователи, изучившие биомедицинские последствия страстных поцелуев, а также биологи, которые установили, что если прикрепить палочку с грузом на хвост курицы, она начнет ходить как динозавр. Ну что ж, на этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Завтра смотрите программу «Настоящее время. Итоги». В субботнем выпуске нашей программы гадание на предвыборной гуще. Чего России ждать от следующего президента США? ОДКБ и НАТО. Альянсы на 4 буквы и какие разные судьбы. И американская премьера нового фильма Миры Тодоровской, который в России посчитали несоответствующим исторической правде. Все это в эфире программы «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.